Войска провели успешную операцию у села Тамыш, и по имеющимся у нас сведениям, дорога от Чамчира-Суху полностью очищена. В этом мы убедились, когда готовили этот репортаж. Первая колонна военной техники входила в город Сухуми. В Мясницком направлении у села Шрома ситуация была критической. Ночью противник высадил в этом районе десант, и нашим пришлось отступить. Сегодня до полудня никаких сведений из Шромы у нас не было. Мы даже не знали, кому она принадлежит. Нам или противнику. С пресс-службой Министерства обороны по телефону связаться тоже не удалось. И мы решили отправиться туда сами на свой страх и риск. Дорога в Шрома. Некогда мирное и красивое село сегодня в грудах развалин, разбитых, обгоревших машин. Первую обнадеживающую информацию, которая подняла нам настроение, мы получили у солдат, которые возвращались в тыл нарядами. Ночью был страшный бой, рассказывает один из них. Но все уже хорошо. Они вошли в село как львы, но удирают как зайцы, пошутил боец. Спустя несколько минут, воодушевленные этим сообщением, мы уже находились в расположении наших войск. Село Шрома горело. Над головой со свистом проносились снаряды, бой велся, а здесь отдыхали все те, кто принял на себя первый удар. Сегодня утром наша съемочная группа узнала, что ситуация в поселке села Шрома резко обострилась. Противнику удалось прорвать линию обороны, и маленькая группа абхазских сепаратистов сумела войти в село Шрома. Нам сообщили, здесь ситуация полностью контролируется, и грузинская сторона, наши бойцы, готовятся к контратаке. Мы находимся в зоне самых активных действий. Вот сейчас раздаются выстрелы, но это время передышки. Вы сейчас видите наших бойцов, которые отдохнули немножко и сейчас ринутся в атаку. Я хочу поговорить. Гурам, давай спросим, каково настроение перед боем? Прекрасное настроение. Удалось то, что мы даже не ожидали. Кроме того, что мы стоим на своих, еще мы их позицию, и ребята чувствуют желание полное быть всегда рядом с людьми и добиться того, чтобы Грузия была счастливой и без войны. Значит, мы можем, судя по вашим словам, надеяться, что враг Сухуми не пройдет? Никогда. Пусть не мечтают. Пусть они нанимают, каких хотят, наемников. Этого никогда не будет. Простите, как вас зовут? Представьтесь, и может быть вы... Шахид Александр Семенович. Может быть вы... Алеша меня зовут. Алеша, да. Дорогой Алеша, батон да. Алеша. Может быть вы хотите что-то сейчас передать своим родным, близким? Хочу передать. Я хочу передать, чтобы они не беспокоились. Положение духа очень даже прекрасно. Так что я думаю, все нормально. Пусть не суются, куда им не следует. Я говорил с ребятами, и один из них сказал, что вот этот, как мы называем это конфликтом, но он сказал, что это война. И действительно, когда я задумался, это действительно отечественная война. И я думаю, что ребята сделают все для того, чтобы доказать, что за нами вся страна, и будет сделано все для того, чтобы отстоять интересы родного народа. Обязательно, без этого никак нельзя. А то мы теряем вообще логику и смысл просто существования. Это такие выходит, и такие есть. Человек должен защищать также свою землю, свой народ. И также он должен крепко любить, в общем-то, все окружающее себе. Если этого не будет, то мы потеряем просто веру в себя. Защищаем нашу родину, нашу целостность Республики Грузии. Это наша цель каждого человека, не только она, как моя патриота, а всей Грузии, всей стране. И каждый должен выйти из наших семей, из Грузии, и каждый должен стать рядом с нами, чтобы большая сила, и чтобы смогли защитить нашу Грузию, и соединить ее, чтобы она была целостная и сильная Грузия, Республика Грузия. Это наша цель, наша идея. Батон Борис, судя по тому, что вы находитесь здесь, в селе Шрома, на переднем краю, парламент что, переместился в зону военных действий? Мне пришлось в первых боях был раньше батальона Гагского, и я взял на себя функцию командира батальона. Так, в бою такое бывает. Я вот руковожу батальоном, Гагским батальоном. Батальон беженцев, где гудаутцы, гагцы. Ребята показывают пример мужества. Я верю, что пока такие люди есть в Грузии, никогда враг не будет в Грузии торжествовать. Ну, мы вчера ночью пришли, нам сказали, что значит, группа диверсантов вошла сюда, в Шрому. Мы
вместе с командиром бригады, с генералом Адамия, с нашим батальоном пришли сюда. Ну, первая схватка была в центре Шромы. Ну, силы были слишком неравны. Без разведки нам пришлось уйти до утра. Утром мы наступили. И настал кульминационный момент. Или мы должны были сдать Сухуми, или мы должны были выгнать. И вот, как видите, мы их выгнали. Сейчас идет, наверное, процесс, завершающий процесс очистки. И я хочу, чтобы население Грузии знало, что вот эти ребята, которые здесь, это все герои. Герои, которых нужно ценить. И пусть все будут спокойны. Пока такие люди есть в Грузии, никогда никто не сможет сказать, что Грузия по плохому пути. Мы на хорошем пути. Пусть все знают. Батон Борис, я знаю, что вы сейчас, и ваш батальон идет в атаку. Да. Я хочу пожелать вам одного, чтобы прошла она успешно, и чтобы все вернулись назад живыми. Спасибо. Я хочу сказать всем, кто еще в городах Грузии, беженцы с Гагров, с Гудавут, я хочу призвать их, чтобы они вернулись сюда. У нас есть все, и оружие, и одежда. Мы должны вернуться в Гагры. Это обязательно. Мы должны восстановить свои границы. Границы грузинского государства. Наш народ должен жить счастливым. Наш народ должен строить новое государство, свободное государство. И каждый из нас, очевидно, доля наша такая, что с оружием в руках мы должны завоевать это. И поэтому я хочу всем сказать, чтобы все мужчины вернулись для того, чтобы вернуться в Гагры. Спасибо. Бог вам в помощь. Спасибо. Счастливой дороги. Спасибо. Спасибо. После передышки уходит в бой Гагринский батальон, но здесь формируются новые отряды, которые несколько позже пойдут вслед за ними, придут на помощь и завершат успешно начатую контратаку. Я хотел бы, чтобы вы сказали бы сейчас о том, с каким чувством, с каким сердцем вы идете в эту атаку, потому что это решающий этап, наступил решающий этап. Жалко Абхазия. Очень жалко. Вова Халкадзе, прокурор Гурджанского района. Батон Вова, мы с вами уже очень давно знакомы. И я рад, что мы встретились здесь с вами сегодня на передовой. Что вы можете сказать, что вы можете передать своим родным, близким, друзьям, которые сейчас находятся в родной Кахеты? Пускай успокоится, я хочу соскучиться о Гурджане. Правда, недолго я здесь нахожусь, но уже соскучиться. Гурджан есть Гурджане. Я хочу всем привет передать, чтобы не волновались. Вот Шрома уже взяли, возьмем, зайдем и все будет нормально. Привет всем. С Богом. С Богом. Я вас уже узнал. И жаль, что вы в такое время пришли. Мы ведем боевые действия. Надо было в Херсоне стоять, а вы с оружием. Что делать? Ничего, что делать? Время сейчас такое, идет война. Простите, как вас зовут? Назовите себя. Меня зовут Сосо. Парадская зам командира Махмудского батальона. Очень приятно было с вами познакомиться. Я хочу пожелать всем С вами вам тоже очень удачи. приятно. Потому что сегодня решается судьба не только этого места, за которое вы стоите. Сегодня решается судьба всей Грузии. Я думаю, что она должна завершиться нашей победой. Сейчас 45, ужасно. 10 месяцев воюю, но такого артобстрела я еще не видел. И где-то после часа артобстрела 150 снарядов упало на нас. Мы пошли с залпом. И мы, в принципе, попали в самый первый эшелон. Двое моих ребят, это Кия Клициани, 19 лет, и Альберт Авджан, в очень тяжелом состоянии сейчас находятся в госпитале. И мы не знаем, какая их ситуация. Сегодня утром, я не знаю, наверное, все ребята благодарны Гену Адаме. Он нас духовно, морально поддержал, и мы отбили их, эту, можно сказать, атаку такую. И мы еще возьмем, что они где-то в начале стоят, но мы отобьем. Просто я одно прошу, чтобы люди поняли, это война, люди, война. Не только для тех, кто здесь живет и кто сегодня приехал из Тбилиси или Западной Грузии. Для всех война. Об этом почему-то никто думать не хочет. Когда становится трудно, и уже остается считанное количество людей, потом собираются все. Почему, я не знаю. Я всех прошу, что нужна помощь. В Грузии трудно. Сейчас трудно здесь, в Абхазии. Только что беседовали с солдатами
из Гордынского батальона, с другими ребятами, которые здесь находятся. Одни пошли в атаку, эти еще отдыхают. У них у всех очень приподнятое настроение и дух очень боевой. Но вы как командир, я хочу, чтобы вы немножко рассказали о обстановке, которая сейчас здесь. Вы понимаете, можно так выразиться, сейчас уже боевое настроение. Но, понимаете, есть некоторые, которые создают панику. Нельзя обижаться на солдат, нельзя обижаться всех вместе взятых. Но есть единицы, которые создают погоду такого. И вот вынужден, хочешь, не хочешь, сказать немножко и недовольственно. То есть так и было. Я тут был часиков 5. Пришел утром, и мне сказали, что главнокомандующий сказал, чтобы я позвонил, Патоне Эдуард. Когда я ему позвонил, он мне, добрый человек, говорит, тебе 1 час надо отдохнуть. Я когда отдохнул, там действительно через час он сам, оказывается, пришел к нам в бригаду. И когда увидели мои, он сказал, где Гена? Спит, не трогайте, пусть спит. Но не трогать, пусть спит, очень короткий. Через полчаса ему пришлось звонить и сказать, наверху надо помочь. Ну, я пришел, честно говоря, вижу дезинформация, вижу, немножко расслабились. Но тут и спали ребята, и Кикабидзе здесь был, конечно, дотушили все, но вынуждены стали отойти назад. Но они же не смогли всех управить, я вынужден был. Ребята многие знают, и я сказал, ни шагу назад, за нами ничего. Кроме того, что мы вперед, мы не имеем права такого. И ребята тут же поддержали, и все, наверное, сегодня, если нет завтра. Сегодня уже другая совершенно ситуация. Ой, это как будто у нас праздник, как будто вот все ребята сейчас рвутся, и это будет обязательно. Я вам говорю, что вот сейчас мы прямо вот так штурмом, как говорится, штурмом будет. Мы не хотели просто их уничтожить. Мы, когда ребята орали за то, что не разрешали, не надо стрелять, не надо это, мобы, может быть, придут к себе. Но, когда они пришли, ребята сказали, дал человек нам команду, мы готовы идти вперед. И все, как один, пошли вперед. Ну, правда, война, ничего не скажем. Есть маленькие потери, ну, абсолютно маленькие потери. Абсолютно можно так выразиться. Для кого много, для кого это мало, ну, для такой войны это мало. Так что мы обязательно мы должны их, если не всех убьем, потому что мы не хотим. Просто попросить с этого места, попросить. Грузинское телевидение тоже с вами, Батанугина. Целую я вас. Мне известно, что и ваши оба сына тоже воюют. Один воюет по передовой, второй начальник госпиталя. Короче, он не имеет права убивать людей, клятву дал лечить всех. И пусть лечит. Да. Вот вы сказали, что ни шагу назад. И я понимаю, потому что село Шромы это наиболее важный стратегический пункт, который невозможно отдать противнику. По-моему, я не ошибаюсь. Ради Бога, не то, что это вообще ничего нельзя отдать никому, но мы же не говорим, что это не их земля, но я хочу, чтобы они пришли себе, осознали не так, как они хотят. Как они хотят, не то, что в Сухуми, они белого дня могут не увидеть. И если хотят, чтобы они истребили свою нацию, это будет не исключено. Тем более я знаю, что жертвы с их стороны были очень большие. Зато я говорю, я это много раз говорил, сколько уже месяцев мои люди стоят на переднем плане, сколько раз они сюда нападали, столько раз крах потерпели. Но я ни разу не давал команду, что такое контратака. Каждый бой ни разу не было мною отдано команда, чтобы идти в контратаку, потому что вы прекрасно знаете, какую огромную жертву вызывает контратака. Кто не хочет победить? Но мы же думали все-таки, что обезумятся, придут. Ум к ним придет, или как это выразиться. И нет, раз это нет, уже последнее такое, как говорится. Прежде чем прийти сюда на передовую, утром мы были в семье Кахи Копаляни, который погиб у реки Гумиста, вы знаете, наверное, очень тяжело в сегодняшний день. И я бы хотел, чтобы вы в 2 словах сказали бы о ребятах, которые в эти дни погибли.
Вы понимаете. Как и Куртамидзе. Кахи на руках отца. Вдвоем они... Вы понимаете, что те ребята, которые, наверное, не родились героем. И я не хочу сказать никому, конечно, такого не исключен. Завтра второй, может, и умрет. Но ребята, вот, как, например, на Кубанице, моего бедного Драрти Були боится, а он всю дорогу впереди шел, всю дорогу. Да, еще здесь был Чаба Йоселян и сказал ему, когда увидел, он смело так, я тебя назначаю командиром всех. Он говорит, я и так командир. Но сегодня его нет. Но за ними есть стоять, и они сделают своего. А я сказал бы, что о них память в наших сердцах. Ну, долго будут, и вечная память пусть земля им пухом будет. Они герои. С Богом и победы вам и всем нам, и всей Грузии. Спасибо, мои прекрасные друзья. Я чуть не выразился, сейчас хотел сказать, что вы гости, как с гостями в сегодняшней Грузии не может быть гостем. Так что мы все стоим там, где надо стоять. Тем более у бойцов. Да, да. Один за другим уходили в бой отряды наших славных, красивых ребят. Больно было оставлять их, но у каждого своя служба, своя передовая. Мы обязаны были вернуться в Сухуми только лишь ради того, чтобы вы смогли посмотреть наш репортаж. До свидания, ребята. Мы уезжаем, но мысли наши все равно с вами. И да поможет вам Бог, поможет вам и всей Грузии. ამჟამად ჩვენი გადამღები სოფელში, რომელთან სოხუმისთან ახლოს იმყოფება. დღეს მოწინააღმდეგე შეეცადა იერიში მიიტანა სოფელში, რომელზე გარკვეულმა ჯგუფმა მართლაც მიაღწია თავის სათადას, შევიდა სოფელში, რომელში ამჟამად მიმდინარეობს გაწმენდის სამუშაო. აი ახლა ჩვენი მებრძოლები ჯერჯერობით ისვენებენ და სულ რამდენიმე წუთის შემდეგ მიდიან იერიში. მე მინდა ბიჭებო, როგორია თქვენი განწყობილება? განწყობილება ოპტიმისტურია, რა თქმა უნდა, საბრძოლო ოპერაცია ჩატარდა, ჯერჯერობით წარმატებით და იმედი გქონდა. ხალხდაჭერა არის, მთელი ძალები კონცენტრირებულია და შეტევა იქნება, ორგანიზება იქნება, დისციპლინა იქნება, გავყოს ბოლომდე, ჩვერავი შეეპარო სამაში. მდგომარეობა ეს თუთებს ამ თუთებში თუ შეიძლება. ამ თუთებში როგორც ხედავ საკუთარი თვალით, გეგმას ვადგენ, ხალხსოდას ვასვენებ. მაგრამ ყველაზე რაშია საკრაში იქნება საქმე. ეს ერთადერთი ხო კარგად იცის, სოხუმში შემოსვლა შეუძლებელია. ჩვენ არ გვინდა გავწვიდოთ ხალხი, მაგრამ რადგან იძულებული ვართ, რომ მივიდეთ იმ ზომამდე, ამაში დარწმუნებული იყავით, რომ წერი უკუგდებული იქნება და სოხუმი დაცული იქნება. მე მგონი უკვე დროც დადგა იმისა, რომ იერიშიც გადავიდა. ეხლა ზუსტად მოზადებით, ეხლა დავდივართ იერიშზე და მე მგონი 2-3 საათში ამას ვიავაგეთ. ზერო იმედი გქონდა. Თან გურჯანის რაიონის პროკურორის განდების როგორც მოგიხსენეთ, გურჯანის რაიონის პროკურორი ვარ. თხოვე ხელმძღვანელობას, რომ გამოიმთავისუფლებინე და წავუსულიყო სადაც საქართველოს გებიცნება და აქავარ. არ დავიხერხ უკან. რამდენი ხარ? მე ერთი ვარ წავუსული. ვიჭები არიან პროკურატურიდან, რესპუბლიკის პროკურატურიდან არიან. გურჯანიდან პროკურატურიდან მე ვარ. მაგრამ იმათ ვაგირასაც ვიომებ, ჩემი გურჯანის ვაგირასაც ვიომებ და კახეთი ყოველთვის იყო საქართველოს გვერდი და ახლაც ესეა. ჩვენ უკან დასახევი გზა აღარ აქვს. მუცადია უკან დასახევი გზა აღარ არის. იმდა გამდიდრებად უკვე საკმარისია ის რაც გაითმო და ყველა დათმობილ დასახლებულ პუნქტებში თქვენ კარგად იცით რა გააკეთეს სეპარატისტებმა თუ ექსტრემისტებმა, რა ვიცი მართლა დავარქვა არა ადამიანებმა. ეს არის მშვიდობიანი მოსახლეობის ძალსვა, დასახიჩრება, წამება. მე ამ სიტყვას პირველად ვამბობ. 7 თვის განმავლობაში მე რაც შედაგან საფრთა მინისტრად ვმუშაობ, ესეთები არასდროს არ მithქვია. ყოველთვის ვამბობდი, რომ ჩვენ სამინისტრომ უნდა დაიცვას ყველა ადამიანის უფლებები დამოუკიდებლად ეროვნების. მათ შორის აფხაზეთისა და ჩვენ ამას ასე ვაკეთებთ. მაგრამ ის რაც კეთდება ბოლო დროს და რაშიც ყველაფერი ეს გადაიზარდა, უკვე მოუთმენელია. ამიტომ ყოველთვის ასე იყო.
მილიცია, როგორც იყო ჯარისა სამშობლოს უჭირდება, ეს ჩვენ დგას ჩვენ სამშობლოს არავის არაფერს არ დაუჭირდა. ეხლა ძალიან გაგვიჭირდა განსაკუთრებით დღეს. გაგვიჭირდა რა თქმა უნდა, მე რამდენადაც ყველაზე დიდია იმ ხარისხის რუსული დახმარება, артиллерიით, ჰაერით, ფლოტით. სამგამზომიერებიან სივრცეში გადავიდა საომარი მოქმედებები. წარმოუდგენელი იყო, რომ ასეთ მასშტაბებს მიიღებს. ყველაზე ძლიერი დახმარება ესე იგი. ახლა მხოლოდ კონტრშეტევა, მეტი არაფერი. რა თქმა უნდა, ადგილზე დგომა ჩვენ ვერაფერს ვერ მოგცემს. ჩვენ უნდა დავუმტკიცოთ მათ, რომ ამ გზით აგრესიის სვლა მათ არაფერ კარს არ მისცემს. ამით ერთადერთი საშუალება არის კონტრშეტევაზე გადასვლა. პირიზე მიდიხართ და მშვიდობის გაუმარჯოს და საქართველოს გაუმარჯოს. ვცდილობთ რომ ყველაფერი გავაკეთოთ საქართველოსთვის ჩვენაშორის. ისეთ რა რომელიც ჩვენია. არაფერი რა უნდა გავიმარჯვოთ და იქნება. ბიჭო, გადავირბენ მე. არ გადავიდე. არა. ნუგროვდები, რა გინდათ ერთად? Давай, გაიხალი იქით გადაჭრამდე. ასე, მაინც. ეს სად იქნება მე? ტელევიზიაში. სამ გამოდის თუ? არა, შეიძლება უკვე დამტვარია შემთხვევაში. დამტვარია, ბიჭო, უცხარი არის ხოლმე გრანატამიოტი იქებამდე. იმუშროლა მე. ბიჭო, ერთად თავად. ამის ერთად მოხანეთ რა შეყლეთ ამ პირით. გადაიხვალე დადის მიგაშინე. Sanki რაღაც უკან გამოდი. ბიჭო, იმათმა პულემიოტის მუშაობა დაგარწეს.
პულიმიოტი რო იმუშავებს ადგილი შეიცვალეთ. პულიმიოტი რო ამუშავებს ადგილი შეიცვალეთ მერე. დაიშალეთ ადის ძველი ცერტას მოხარ. აუ ეს პულიმიოტი დაანტიკე. რეიცა ულა ნუღა დაიწყო მერე. Come on. Dura! Ali moment, huh? Через изролет, ყველა ნუ ისრული. через. Sniperთან ნიშნეს ერთი ორი კაცი. ორი კაცი ზის, მაგრამ ბიჭო. მამუკა. იქ ჩვენები არიან? მათ ხედავთ მოყვა. ჰეი! Როგორ ესმის ჯობა? ბიჭო! აკეთე. მალერ გაიგე. ბიჭო! აი ჩამოვა. Da vehar gavam. Momice. Ha! Turkiye mi? Tamam. Hayır, gelin. Молчать, звал. Молчать, это у меня спасибо. Ise ikit bogit ხვა ყველას ბო. Შე მალე დაუბრუნდებით. ამ. ერთმა შედობით აგა. შედობით, მაგრამ просто უტვინო ხალხის წინაღე ბრძოლობ თორე. არა და გაცილებაზე. სახლე. არა და სახში მაგ ნატო. რო უფრო სვაცილებს მეთქია, უფრო უნდა ჩავაცილებ ქუთაისამდე 64 დღეში დაუბრუნდები მეთქია.
შევძიბეთ ყავს თოლი არის, ე? მე დღეს-დღეზე ველოდები ახლა ბავშვს. ნუ გეშინდა შენი ბიჭი დაბადების. ნო, რა, 100%. აბაშე. მოდი ამოგიდე. და შეიძლება რაღაც. არა, მაგნეს ვერ ჩავიყრე რა. ბიჭო რა ბუშლატა დავტოვე მაგნის დედა. იქათო, ტყუების სავსე მქონდა სულ. შეჩემა, აი შეტევანი გადავადო ხლა იობი. გავიგე ვერა. უთო გადადანო ნუ ისრო რა. რას ამბობ რა მითხარი? Хорошо, туда пхила. Ина. Сичи, ты не дуй. Раз сичи, сядь. Daddiyan, yoban. Matro istiane. Давай, винка. Вергалиге რა არის ციცი? კი, მესმის. ცოტა ფხილად გაიგე? ეხლავე გადმოვაч. ცოტა ფხილად არ გინდა ეხლა ჯერ დაველოდოთ გვერდიდან ავიდნი. შეთკი შიგნი? გაიცადე ერთად გაიგე რა გითხარი, არ დახვიდე ერთად გადავალ ყველა, ჯერ არ არის საჭირო. სადა. შეთკი შიგნი. რო გეუნებოდი. არ გინდა გაიგე ბიჭო, შეიძლება უჩინო ვიღაცა მოგაწყას. ხო იცი როგორ იცრიან? მაშინ გავაფრთხილო თუღანა. ეს თუნებია, მაგრამ რას უყურებენ ვერ გავიგე. ბიჭო, რა არის იცი? ესენი რო ატე. რა მოაძებენ.